Привет. Здравствуйте, Лана. Тут надо постараться, чтобы до тебя добраться. Высокая лестница, да. Замечательно. Это твоя мастерская, я Да, так понимаю? мастерская. И в будущем, надеюсь, когда я сделаю ремонт, будет галерея. С такими видами на город, Да, конечно, невозможно не вдохновиться. Часто ты пишешь именно в мастерской, не выходя? Да, много лет я вот отсюда, мое творчество началось, в принципе. Тут много картин, которые я написал. Это и окна, и Бейхаловка, и портреты, и автопортреты, и какие-то композиции. Это место очень вдохновляет. Ну, даже я здесь, ну вот сейчас, пока не пишу, в данный момент больше на улице, или в Новом Афоне, либо на Сухумской горе. Здесь как бы первый этап в прошлом. Даже вот окна, которые я здесь писал, да, в общем, я перестал их писать, что-то новое. Наверное, ты проведешь нас в мастерскую свою? Да, вот мои картины новые и старые. Вот кафе «Пингвин» я там часто пишу. Бейхаловка, завсегдатые Бейхаловки. Толик, расскажи, почему они сейчас не висят, или есть тут еще и другое пространство? Это вот вход, это часть мастерской, а там вот будет галерея и готовились к ремонту. И позднее уже, думаю, когда все закончу, буду устраивать там выставки. А сейчас там что? Подготовка к ремонту. Одним глазком да, можно конечно, заглянуть, да. если это Пожалуйста, проходите. Вот у меня тут вот так. Ну, тут тоже много картин. Эти окна — это те самые окна, которые у тебя были вот в твоих первых работах, да, получается? Которые я часто писал. И это такая для меня тяжелая тема, потому что я здесь жил много лет один. И, ну, я виделся с семьей, приходил к маме, ну, вот во время учебы в училище я жил в основном здесь, жил самостоятельно полностью, и тут все приходило, и вдохновение, и стали приходить гости, и потом и покупатели, и вот это пространство стало как мастерской галереей. А ремонтные работы, они на какие средства ведутся здесь и сейчас? На свои средства. Надо отметить, что художники не совсем богатый народ, поэтому... Ну, знаете, да, трудности, конечно же, есть, но я рассчитываю только на себя. Ну, картины пишу, продаю, вот, собственно, на это и живу. И это интересный путь. Вот, просто периодически куда-то выезжают. В Сочи были выставки, и люди пишут мне в соцсетях, заказывают картины, я отправляю им. И как-то вот холсты, краски, все как бы на самообеспечение. Ну, эта работа называется «Тени и свет. Этюд». Дом, как поднимаешься на Сухумскую гору, там всегда здорово, потому что там стыковка 5 улиц. Да, пересечение этих да. дорог, а тут магазинчик внизу. Да, знаменитый магазин. И вот тут были вот так тени, вот так же все было. И запечатлел, написал это год назад. Один из удачных этюдов, на мой взгляд, участвовала эта картина в моей персональной выставке. Вот Сухум, колоннада, Бейхаловка. Работа выполнена в смешанной технике. Вот также я написал портрет своего друга, вот последний портрет. Раз уж мы заговорили о выставках, скажи, пожалуйста, а сколько выставок уже было? Было 2 персональных выставок, так общие. Участвую в общих выставках. Вот Сухум, гостиница Яйца вдалеке. Вот
очень часто люблю на улице писать. Вот большая картина, я покажу еще. Мне кажется, по цветовой гамме вот эта работа отличается от всех остальных. Она вот прям светлее и ярче. Я про предыдущую. Ну, она как раз у меня была депрессия, но я стал много работать. Можно еще раз? То есть, получается, вот в моем понимании депрессия это темные цвета, черные, серые, еще что-то, а у тебя прям тут вот белым цветом это все Чтобы не, но, выражается. видимо, если какие-то есть негативные эмоции, у меня так, я перенаправляю в нужное русло и все равно использую такие яркие цвета. И в этот период много писал, это вот год назад. А так вот в кафе «Пингвин» часто я пишу. Вот. Эта работа тоже принимала участие в выставке. Ты сказала о том, что много лет ты один прожил. Да, в этой лет квартире. 6. Да, вот расскажи, пожалуйста, как начиналась вот эта твоя самостоятельная жизнь, так скажем, и не сложно ли было, родители не были ли против? Все равно, я понимаю, в одном городе живете, ну как бы ни было, молодой парень, творческий, один в пустой квартире. Да, ну, конечно, трудности были, но сама самостоятельность началась в 19 лет. Я перевелся на заочное отделение, на исторический факультет. Вначале учился на биологическом, а потом я понял, что надо работать, ну, при этом учиться, как-то зарабатывать. А потом уже в 20 лет я стал рисовать, я подумал, что мне чего-то не хватало. И я хотел давно заняться рисованием, живописью. И я поступил в 23 года в Сухумское художественное училище на отделение живопись. И закончил год назад. И участвую в выставках, открываю свои выставки. Даже были выставки уже в России. И Так получается, ты учился на биолога, потом ты перевелся на исторически исторический, а окончил в И итоге... вместе я учился, даже и работал в 2 заведениях, потом я уже не выдержал, взял академ, но закончил исторический факультет. Через 2 года закончил училище, и вот продолжаю творческие работы. Хорошо, кем ты себя ощущаешь, историком или художником? Я думаю, что высшее образование для себя – это база, чтобы в последующем развернуться в жизни. Там было очень много интересных предметов, а училище – это уже осознанная специальность моя. И вот уже 7 лет занимаюсь живописью и не жалею об этом. Мы часто слышим о самородках, которые не учились, но при этом были талантливейшими людьми. Вот как ты считаешь, насколько нужны азы для того, чтобы стать художником? Вот ты сам сказал о том, что у тебя было там базовое образование высшее, при этом в осознанном возрасте уже ты решил поступить в художественное училище. А вот ты мог бы освоить все эти навыки, не отучившись в училище, как считаешь? Я думаю, что училище мне помогло. Я вот, по сути, самородок и есть, но там я, ну, надеюсь, чему-то научился. То есть, я думаю, научился многому благодаря педагогам, и учиться нужно вот, ну, художникам. Все равно образование нужно. Все равно там постановки, натурщики, педагоги подсказывают, направляют. Это очень важно на самом деле.
твое «надеюсь» выглядело, точнее, прозвучало очень так вопросительно. Мне интересно знать, как ты учился, были ли у тебя сложности в учебе? Насколько тебя твои преподаватели, возможно, однокурсники понимали, не понимали? Если были сложности, то с чем они были связаны? Были сложности, конечно же, с рисунком, с живописью. Я начинал писать от себя интуитивно больше, но потом я уже руку набил, понял какие-то принципы, ну, стал писать картины, и еще были трудности, конечно, ну вот в плане непонимания, потому что я делаю что-то вот свое, не в рамках академического вуза, академической школы. И, конечно, на просмотрах были педагоги, которые даже кричали, были жаркие дискуссии. На защите диплома пришли разные художники из университета, и кто-то мне хотел поставить 5, кто-то мне хотел поставить удовлетворительно. Но я думаю, что и это тоже нужно, потому что ну, я занимаюсь своим направлением. Когда тебя критикуют, когда твои работы не понимают, когда люди выражают мнение, возможно, негативное относительно твоих работ, тебя это не расстраивает? Я уверен, что вот негативного мнения нет. Это их точка зрения, и я всегда принимаю любую точку зрения, потому что она всегда на пользу. Критика создает художника. Это очень здорово вообще. Вот вначале я относился к этому, это просто вулкан эмоций был, но потом я понял, ну, у одного такое мнение, а другой человек приходит, он смотрит на картины, он приобретает ее, и мы впоследствии дружим. Вот из России много людей, вот за рубежом, которые живут сухумчане, они довольны, что приобрели мои картины, и вот мы поддерживаем связь, и люди, я думаю, много людей прослеживают с этим, что я делаю. Скажи мне, пожалуйста, что полезнее, критика, которая звучит в твой адрес, или все-таки хвалебные отзывы? Я думаю, что полезен всего микс, и то, потому что, конечно... Что-то окрыляет, что-то приземляет, да, и ты остаешься где-то а впоследствии уже просто даже не барьер, просто вот мне самому уже понятно, что мне надо, я иду своим путем. И все-таки вот взрослые художники, мои друзья и зарубежные художники, вот, местная молодежь, есть очень много талантливых художников, которых, я думаю, нужно поддерживать. Я бы, ну вот если я сделаю когда галерею, ремонт, я буду устраивать выставки и таким образом пиарить молодых художников, которые нуждаются в этом. И я думаю, нужно устраивать побольше выставок в выставочном зале, именно молодежных выставок. Потому что взрослые художники, они и так нашли себя, а молодым нужна поддержка. Это вид с причала, вид на кафе Бригантина, вот где известная мозаика. Яркие цвета, сочные такие цвета, тона, это твой стиль? Я думаю, что цвета, да, фактура, цвет, много красок, ну, так можно узнать меня. Ну, яркие цвета, в первую очередь, моя, вот как вы правильно подметили, эмоциональность, даже чрезмерная. Яркие краски – это всегда хорошее настроение. Мне нравится использовать много красок, создавать фактурные работы.
И людям тоже это нравится. Люди, и так сложная жизнь у людей, а благодаря вот картинам и, может, и моим отчасти людям становится веселее, радостнее жить. Чувствую подъем, когда использую их в работе. Так что я думаю, это со всех сторон положительный фактор. Я думаю, самое время выйти на улицу, пописать, а нам понаблюдать за процессом. Согласен? Согласен. Почему-то у нас так повелось, если у человека русская фамилия или какая-либо другая, сразу возникает вопрос, приезжий или нет. Я вот хочу, чтобы ты рассказал немного о своей семье, вообще, насколько Сухум — это твой родной город. Здесь родился, вырос не только ты, но и как бы у тебя мама абхазка, у тебя отец тоже родом... Русский, он сухумчанин. Он сухумчанин. Да, мы вот. сухумчане. Ты родился в творческой семье. Да, мама журналист, папа поэт, сестры писали в детстве стихи. Семья интеллигентная. А мама твоя гудаутская родом? Да, из Нового Афона. Да, вот приморская, и вот жила в Новом Афоне, родилась, жила, потом переехала в Сухум, вышла замуж. Здорово. А отец у тебя поэт? Поэт, да. А сам ты писал когда-либо стихи? Иногда я записываю свои мысли, но это может быть как белые стихи, какие-то зарисовки, художественные зарисовки. Мы приближаемся к твоему любимому месту, Да. к Пингвину, где ты будешь писать. Что сегодня будем писать? Что покажешь нашим зрителям? Кофейню и скульптурку пингвина самого. Вот холст есть, небольшой этюд напишу. Добрый. Здорово, да, когда идешь по набережной и одни знакомые лица. Да, и это на самом деле тоже влияет положительно на конечный итог самой работы, потому что тебе подходят, с тобой беседуют, даже порой угощают кофе, и получается, ты не только рисуешь, ты общаешься, ты там, либо тебя фотографируют, либо вот просто люди знакомятся, спрашивают, а можно ли заказать портрет. Это тоже здорово. Часто такое бывает? Да. Ну вот подходит человек, просит написать портрет. Ну, они спрашивают часто, потом подписываются в Инстаграме, следят за работами, потом приобретают и меня снимают, как я пишу. И так интересно очень. Толик, с чего начинается работа? Вот с палитры, а потом уже, конечно, иногда я делаю наброски для композиции. Вот сейчас... Хорошо, какая идея сейчас у тебя? Что ты хочешь изобразить? Кофейня «Пингвин», ель, люди, которые сидят, отдыхают. Вот сейчас буду набрасывать их. Как раз много людей сегодня. Это очень здорово.
сидят, общаются. Я помню Толика Качалова, продающего работы наших художников на набережной у колоннад. Вот с чего началось наше с тобой знакомство, а потом как-то неожиданно и удивительно для меня Толик начал сам писать и выставлять свои работы, продавать свои работы. Как это все произошло? И еще, вот насколько этот опыт для тебя был важен, полезен? Да, я думаю, что тогда Анатолий, который продавал картины художников и начинал продавать свои картины, и еще учился. И это был большой опыт. И вот сейчас, как я уже там 2 года не стою, я стал самостоятельным. Я понял, что я не должен зависеть от кого-то, ждать, что кто-то придет и купит картину. Я должен писать больше. И это мне помогло, кстати, вот время, когда начался коронавирус, я это понял. Уже сидя в 4 стенах мастерской, я понял, что нужно больше времени уделить живописи. И, Своему творчеству. Да, и я завершил обучение в училище, и я ушел с набережной и стал еще больше писать. Я видел, что художники много пишут, работают, они приносят свои картины, я вот их картины тоже много продавал, я видел, как художники подписывают свои картины. Мне это очень помогает в общении вот сейчас с клиентами. Я вот до сих пор с художниками, которые выставляются на набережной, общаюсь, они радуются моим каким-то успехам. Вот, может, можно, конечно, больше добиваться, но вот что я делаю сейчас, там, начиная вот с моих работ, с живописи и там выставками, они очень довольны. Я рад нашему общению. Тем более все там начиналось. Там я начинал рисовать, и это очень здорово. Это место силы. Здесь вот сосредоточено вот все то, что может вдохновить меня. И спокойная музыка, начиная с итальянской музыки, тут хорошая подборка музыки, старинная архитектура, море, и это все вдохновляет. Вкусный кофе и эклеры. Да, и я здесь пишу, рисую, сижу с друзьями, общаюсь с семьей, и вот также прихожу сюда написать очередной этюд, и вот сегодня тоже напишу. Да, так что здесь все очень здорово, ничего лишнего. Тут умиротворенная обстановка, атмосфера, ненавязчивая. И летом тут хорошо, и весной, и зимой, когда открыто это кафе. Так что здесь мастер-классы иногда я провожу, приходят дети, мои знакомые, друзья. И вот мы здесь рисуем все вместе. Творческие люди считаются особенными, иногда их называют даже не от мира сего.
Ты себя ощущаешь таким особенным, не похожим на других? Возможно, даже в какой-то степени белой вороной иногда. Ну, не думаю, что белая ворона, но э, я не в формате, не в рамках, думаю, не в рамках, ну, я в социуме, у меня нет такого, если человек не художник и не творческий человек. Все люди в чем-то творческие. Даже тот человек, который смотрит мои работы, он видит там что-то, находит свое. Какие-то у него вызывают мои картины ассоциации, и он приобретает их, ну, и, значит, любит искусство, живопись. И так что интересно общаться с разными людьми, впитывать, и потом работы разные получаются. Именно общение огромную роль оказывает на художника. Социум создает художника как автора. Ты как-то упомянул в нашей беседе о том, что надо поддерживать молодых художников, потому что старшее поколение уже нашло себя, и как-то они в этой жизни уже как-то вот обозначились, образно говоря. А вам нужна поддержка. В чем именно, в чем конкретно нужна поддержка, на твой взгляд, и с какими сложностями вы сталкиваетесь в современном обществе? Ну, если вот художник амбициозный, он много работает, пишет. Ну вот я знаю, вот молодежь у нас есть постарше, мои ровесники. Вот не хватает арт-площадок для выставок. Или, допустим, если человек не в Союзе, ну вот я не в Союзе, но я хочу в скором времени вступить. Ну, мои работы периодически принимают, но все зависит еще от того, ну вот я уже сказал, если художник много работает, и ему есть что показать, его работы примут там, где выставляются взрослые, опытные художники. Ну вот поддержка вот молодому художнику, я считаю, нужна уверенность, и он должен свои работы показывать. И сейчас такое время интернета, социальных сетей, когда даже вот не в обществе, а в интернете художник может стать известным. Надо, кстати, отметить, что ты весьма активен в социальных сетях. Насколько это тебе вообще помогает, может быть, в продвижении твоего творчества, твоих работ? И как давно ты пришел к тому, что нужно двигаться именно в этом направлении? Ну, вообще продвижение в социальных сетях, социальные сети помогают развитию, вот, кто бы чем ни занимался, там, искусством, музыкой, кино, живописью. Это очень помогает. О тебе узнают люди с разных уголков мира, и они могут с тобой связаться, и вот так и происходит. Ну, благодаря Инстаграму я могу себе позволить покупать холсты, краски, оформлять работы, устраивать выставки. И продвижение очень важно. Вот я знаю, есть взрослые художники, которые не часто публикуют свои работы, но они очень талантливые. Иногда я вот публикую, иногда вот пытаюсь продвигать кого-то из художников. Ты имеешь в виду коллег? Да, им это нравится, что их работы, я, допустим, в группах, например, в группе «Абхазские художники» я могу опубликовать помимо своих работ, им это нравится, им всем нужно внимание. А вот молодежи я рекомендую общаться, поддерживать связь со взрослыми художниками, потому что я вот, сколько лет занимаюсь живописью, я вот ходил в мастерские художникам, учился у них, как они
смотрел, как они смешивают краски, что читают. Они мне советовали смотреть репродукции художников, какие можно в интернете посмотреть в музее, работы классиков и так далее. Что тебя может расстроить? Как и в глобальном смысле, так и в каких-то мелочах. Неудачно написанная работа, когда я ожидаю от себя в этот день чего-то большего, что-то может оказать на меня влияние, начиная с погоды. Там, допустим, дождь пошел, я не успел дорисовать что-то. Ну, потом могу продолжить, и это тоже полезно. Вот наступать, проваливаться куда-то в пропасть, так называемую, это мотивирует на дальнейший шаг. Даже неудача, это в будущем удача, я думаю. Все нужно, разные эмоции, тогда будет движение. И самое главное, работать, продолжать рисовать, писать.